Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Нюрбинский УЛОС – один из крупнейших муниципальных районов Якутии. Наряду с сельским хозяйством там активно развивается промышленное производство. Такое сочетание в экономике территории позволяет претворять в жизнь самые смелые планы. Каким оказался для жителей Нюрбинского района уходящий год и что задумывает осуществить в году наступающем? Гость студии Алексей Иннокентьев, глава Нюрбинского района Республики Саха-Якутия. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. В уходящем году Нюрбинский район стал лучшим в сфере демографии и семейной политики в республике. Вот как на муниципальном уровне поддерживаются многодетные семьи? Нам отрадно, что республика оценила нашу работу. В районе у нас муниципальных целевых программ 20, из них большая половина – это поддержка по социальной политике. Мы уже разработали, уже 5-й год работает материнский капитал Нюрбинский, а на 4 и более детей мы каждый год выделяем по 100 тысяч, поддерживаем молодых матерей. Есть у нас хорошая муниципальная практика, даже, думаю, в Российской Федерации такого нету. Мы проводим капитальный ремонт частных домов в сельской местности. Мы отобрали отдельных категорий граждан. Это инвалиды первой группы, ветеранов тыла. И каждый год мы выделяем с бюджета 20 миллионов. За 4 года мы в сельских и потом с прошлого года в городских, в городе Нюрба отремонтировали, облагородивали примерно 400 домов. Вот такая практика у нас идет. Выделяем единоверную материальную помощь нашим, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Онкологическим больным мы предусмотрели средства каждый год, потому что это беда большая, тем более эта болезнь уже омолаживается. Вот такие проекты, муниципальные целевые программы мы в первую очередь обязательно должны, что были защищены вот эти отдельные категории граждан. Ну, действительно уникальная практика, когда за счет муниципального бюджета, получается, проводите ремонт в жилых помещениях, да, в частных домах. Тем более, федеральная программа же есть, но только там многоквартирные дома же есть. А мы вот аналог сделали, и в частном доме сектора надо тоже облагораживать, там благоустройство делать, надо менять околотные венцы и так далее. Вот, а какова ситуация по занятости населения? Конечно, год сложный проходит, да, вот сами знаете, вот специально военными операциями, засуха и так далее. В последнее время молодежь стремится в центральные города. В последнее время мы сдерживаем отток населения, уже аналитику делаем. Примерно сейчас на учете у нас стоит 200 безработных. В последнее время у нас же на территории Нюрбинского района функционирует Нюрбинский Мирнинский горно-обогатительный комбинат. Также мы плотно занимаемся с комитетом занятости республики по национальному проекту. Тоже вот мы отрабатываем, переучиваем рабочие профессии. Там они примерно 15 молодых людей уже уехали работать золотодобывающие, угольнодобывающие, этот Колнер и так далее. И наш горно-обогатительный комбинат, надо сейчас пропагандировать надо рабочие профессии на местах, потому что и тем более на территории нашего района сейчас идет интенсивная работа по асфальтированию федеральной дороги Вилюй. Там основная масса молодых людей тоже наши. И в последнее время мы поддерживаем молодых людей, которые хотят заняться своим делом. Тем более вот этот год проходящий, уходящий мы объявили годом народных инициатив. Поддержали 226 проектов. С бюджета района мы примерно выделили на реализацию тех иных проектов 72 миллиона рублей. И отрадно, что молодежь, в основном сельская молодежь, вот, они включились в вот этот проект и заявили желание поработать, создать свое дело.
личная да, доходность. Отрадно, что молодые люди уже стали заниматься животноводством. Так что пока и надо их только мотивировать, стимулировать, поддержать методическую, консультативную работу и материальном виде тоже. Ну, вот, кстати, о собственном деле. Как поддерживаете развитие предпринимательства в районе? Ну, это основа из основ, тем более сейчас. У нас примерно 2000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну, основная это предприниматели частники, юридические лица. И основная большая часть, 1278, если не так правильно сказать, это самозанятые. Через вот этот механизм они могут легко, удобно, без этих бюрократических проволочек, они могут получить те или иные денежные средства. У нас хорошо работает Центр поддержки предпринимательства. Она уже в республике каждый год считается на хорошем счету. Это Нюргена Михайлова, которая давно уже руководит этим центром. Поддерживаем начинающих людей, потому что это налоговая база, это рабочие места. Ну, каждый глава, даже поселения, даже района, каждый руководитель должен, что частный сектор, частный предприниматель, среднее предпринимательство должна развиваться. Из этого же выходит основа экономики. Ну да. Ну действительно сейчас проще выходить из тени, лучше можно получить поддержку. Поддержку надо. Вот прошедшее лето оказалось нелегким для многих районов Якутии. Вот как обеспечили кормами животноводческие предприятия? Удалось ли вашим аграриям сохранить или, может, даже увеличить поголовье домашнего скота? Ну, трудное лето прошло. Да, засушливое было. Слишком, да. Ну, слава богу, в этом году пожаров меньше было. Ну, примерно 5 очагов только было зарегистрировано. А прошлый год большие пожары были. А в этот год у тебя вообще засуха. Засуха большая. Но силами населения, поддержка Министерства сельского хозяйства, правительства, мы мобилизовались. Ну, примерно мы годовой план, конечно, 100% не выполнили на 89%. И мы дополнительно корма по силосу там по 100% выполнили. Но сейчас уже мы подготавливаем ряд мер, поддержка тем или иным хозяйствам, которые не застают корма личным подворьем. Со следующего года мы уже создадим централизованную мобилизационную бригаду, которая будет заниматься подготовкой кормов. Хорошо у нас отработала Нюрбинская кормовая компания, которую мы создали по государственной программе совместно с Министерством сельского хозяйства. Ну, конечно, сейчас ряд мероприятий будем подготавливать. Со следующего года уже начинаем возить сено, те поселения, где у них трудные времена. Каких успехов добились в строительстве? Как реализовывалась программа переселения граждан из ветхого аварийного жилья? Вот какие планы на следующий год? Да, по этапу с 19 по 24 год в Нюрбинском районе мы должны построить 300 тысяч квадратных метров. Это примерно 710 помещений будут. Ну, там тоже механизм есть такой, выкупная или расселяем. Сейчас идет работа нормально, координирует инвестиционно-строительное управление при администрации, городская администрация, районная администрация. Предоставляем земельные участки. Ну, конечно, желать, чтобы качество хорошее должно быть. В следующем году, в 2003 году, мы должны ввести 6 многоквартирных домов. И мы до 2024 года должны расселить полностью 29 785 квадратных метров. Вот. А сами жители чем чаще пользуются? Финансовой помощью здесь или получением жилья? Что люди основном получением жилья хотят. Некоторые хотят денежными средствами, но там количество уже меньше. В основном они хотят переселяться. Хорошие дома, каменные дома, красивые дома. Вот как оцениваете состояние здравоохранения и какова политика социальной поддержки жителей района? Вот вы уже рассказали о нескольких программах.
Ну, наряду с государственной программой по социальной политике, по охране здоровья, мы в стороне не стоим. У нас же, я говорил вот ранее, что у нас работает 20 муниципальных программ целевых, и там более там здравоохранение, и социальная политика, совместно с Министерством здравоохранения. Сейчас вот интенсивно идет укрепление материально-технической базы первичного звена по федеральной программе. Вот недавно мы открыли врачебную амбулаторию в селе Кюндядя. Мы на свои средства тоже строим. Это район сам строит. Это районы есть, 35 районов. Ни один район на свои деньги не строит. Это Нюрбинский район строит. Мы в прошлом году построили фельдшерско-акушерский пункт, будем строить врачебную амбулаторию в следующем году. И по федеральной программе строим. И на средства, которые поступают от алмазов, ну, от дивидендов. От да? добычи, да? Да, добычи. В этом году к нам приехало 10 молодых врачей. Да. Ну, конечно, не хватает иногда. Иногда не хватает врачей. Вот, ну, теперешние вот молодые врачи, они хотят, чтобы хорошее сельское поселение, хорошие условия были, благоустроенные дома. Да. Мы уже каждый год строим в каждом двух наследях 4-квартирные благоустроенные дома для молодых специалистов. И основной упор делаем для учителей, для врачей и так далее. Да. А в следующем году мы уже открываем совместно с частной компанией по линии ОМС диализный центр в Нюрбе. Это диализный центр, тем более это самые глобальные вопросы. Со следующего года мы разработаем программу и положение и должны провести сплошное медицинское обследование дальних наших наследников, которые живут вдоль реки Марха. Потому что вот давно такого сплошного не было, потому что в последнее время онкологические заболевания, вот эндокринология, вот поэтому хотим большое медицинское сплошное обследование. Вот, Алексей Михайлович, у нас остается совсем немного времени. Какие основные задачи ставите на предстоящий год? Развитие местного производства. Потому что вот импортозамещение, продовольственная безопасность, тем более следующий год Арсений Сергеевич объявил годом труда. Нам надо трудиться, правильно, на местах, чтобы разницы города, разницы сельских поселений, чтобы не было. И кто хочет заняться, развивать местное производство, местные продукты, да, вот так далее, местные изделия, мы будем поддерживать, тем более вот на этот упор будем делать на развитие местного производства, на охрану здоровья, будем упор делать на социальную политику и упор будем делать на кадровый резерв, чтобы молодежь оставалась у нас, работала в сельском поселении. Что ж, Алексей Михайлович, желаю успешной реализации всех задуманных планов, побольше вам достойных производителей в следующем году, ну и в будущем. Ну и, пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Вас также. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.